Добрый вечер. В эфире программа «Главные итоги». В студии я, Наран Аип. На уходящей неделе Первомайский суд оправдал преподавателя Университета строительства и архитектуры Темира Болотбека, который год назад был обвинен в возбуждении межнациональной розни в своем комментарии в Фейсбуке. Министр иностранных дел Айдарбеков, а также глава Финпола Таиров посетили Турцию. Там же побывала и делегация Генеральной прокуратуры. Комитет парламента по бюджету и финансам сообщил, что в 2018 году страна взяла $193 миллиона кредитов и $117 миллионов грантов. Правительство сообщило, что процесс в Международном арбитражном суде по иссыкульским пансионатам Бостери, Деларом, Рохат и Бостон еще продолжается. Георгу Генеш принял закон об идентификации животных. Председатель соцфонда Ирсалиев сообщил в парламенте, что в швейной отрасли в тени работает более 200 тысяч человек. В Аше начался суд по убийству прокурора Баткенской области Мамаджа Кыпова. 42-летний житель Тюбского района Нурлан Абдышев облил себя бензином и поджег. Сейчас он находится в реанимации в Бишкеке. В связи с тендером на изготовление биометрических паспортов на допрос в ГКНБ вызывали советника президента Дастана Догоева. Жительница Джалалабада Тюрюбаева, а также местные депутаты сообщили, что для проведения церемонии награждения матерей-героинь с них с каждой собирали по 200 сомов на платки. Некоторые учителя и студенты сообщили, что их силой заставляли принять участие в марше «Бессмертный полк». Вице-премьер Боронов сообщил, что правительство обратит внимание на высказанную в обществе критику в отношении главы Госагентства по экологии Рустамова. Правительство Японии решило выделить грант в $9,5 миллионов для защиты дороги Бишкек-Ош от снежных заносов. Возбудили уголовное дело на экс-главу 9-й службы ГКНБ Мусакеева, который в последнее время был телохранителем экс-президента. Комитет парламента отклонил законопроект, по которому были бы списаны некоторые долги компаний. В списке таких льготников была и Кока-Кола. Призванная в армию молодежь начала принимать военную присягу. Госветинспекция призналась, что в лаборатории Кыргызстана не имеют возможности проверять в рыбе наличие генно-модифицированных организмов. Ханкей Айльчиева из Кыргызстана выиграла конкурс красоты «Мисс Юниверс Бьюти» в турецком городе Аланья. Короткометражный фильм Джангышева «Прощай» получил приз «Специальное упоминание жюри» на 65-м международном кинофестивале в Оберхаузене. Школьник из Бишкека Чекирбаев завоевал в Санкт-Петербурге бронзовую медаль 53-й международной Менделеевской олимпиады по химии. В Бишкеке открылся первый этносквер. В Чолпанате стартовал международный иссыкульский марафон. Туристов из Польши в аэропорту Манас встретил сам министр культуры и туризма Джаманкулов. Вчера в Бишкеке прошел фестиваль «Европейская деревня». Статком сообщил, что количество мобильных номеров в стране за 10 лет увеличилось вдвое. Национальный центр по предупреждению пыток сообщил, что задержанного по подозрению в краже скота в Аламединском районе человека в отделении милиции пытали, душили и засовывали под ногти зубочистки. В Бишкеке началось строительство новой свалки, называемой санитарным полигоном. А для сегодняшней программы мы отобрали следующие события. Страна-двоечница. Мы почти все законы по терроризму и экстремизму списываем у России. День Победы в Кыргызстане отметили с особым вдохновением и масштабом. Кыргызская национальная валюта стабильна настолько, насколько стабилен российский рубль. Бизнесмен отозвал свой иск журналисту, но проблемы, поднятые журналистом, остаются. Кыргызское общество должно гордиться тем, что у него есть журналисты-расследователи. Интервью с Куланом Мамбеталиевым. Для геологов, как и для многих промышленников, живая природа как таковая не существует. Здание кыргызского и русского драмтеатров трудно отремонтировать без вмешательства президента. Для отыскания денег Пятого канала тоже, видимо, необходимо просить помощи у президента. Генерал Суталинов – единственный из власти, кто просит прощения у народа не за свои грехи. Расследование освобождения Азиза Батукаева должно привести на самый верх властной пирамиды.
Американский ученый, научный сотрудник Высшей школы национальной безопасности Дэниела Моргана, доктор Эдвард Джеймс Лемон, который занимается вопросами терроризма, авторитаризма, религии, безопасности и миграции в Евразии, опубликовал выдержки из своего исследования, в которых говорится, что 79% законов Кыргызстана против терроризма и экстремизма являются копиями аналогичных российских законов. Он также провел сравнительный анализ и выяснил, что Кыргызстан является лидером региона по плагиату в этой сфере. В Таджикистане, например, подобные законы повторяются только в 56% случаев, а в Узбекистане и Казахстане лишь в 4-5%. Мы и ранее все прекрасно знали, что кыргызские парламентарии, юристы и все другие безбожно списывают российские законы или уставы партий и общественных объединений, но никто это ранее не исследовал количественно. Другим аспектом выводов доктора Лемона является то, что узбеки и казахи уважают себя и свое государство, поэтому стараются адаптировать иностранные нормативные акты к своим реалиям, а кыргызских законников такие вопросы не волнуют. И не в последнюю очередь потому, что они в таких вопросах просто мало что понимают. Но может быть и другое объяснение. Возможно, у кыргызских силовиков имеются кураторы из России, которые и подсказывают, если не навязывают свое видение и свои приоритеты. Но в любом случае это недостойно для суверенного государства. Когда лень делать что-то самостоятельно, приходится полагаться не только на копирование, но и на прямую помощь извне, без которой мы сами уже почти ни на что не способны. И это деликатно называется сотрудничеством. Уверен, что только вместе мы сможем эффективно противостоять любым вызовам и угрозам безопасности наших государств. И дело ведь касается не только терроризма, экстремизма или безопасности. Это касается почти всех сфер жизни, от финансов и бюджета до песен и маршей. Группа осуществлялась как российской стороной 80%, так и киргизской стороной 20%. Примерно то же самое происходит и с празднованием, например, Дня Победы 9 мая, что накладывается на еще более сложную проблему осмысления участия как населения Кыргызстана, так и вообще СССР во Второй мировой войне. Мы знаем войну почти только после 22 июня 1941 года, но до этого дня мировая война бушевала уже почти 2 года, и СССР вел в этот период военные действия, тоже и с жертвами. В 1917 году в Москве объявили, что СССР потерял в войне 42 миллиона человек, то есть 25% тогдашнего населения. Немецкие потери составили 7,5 миллионов или 10%. Это о том, как в СССР относились к жизни человека, а тем более подчиненного солдата. Конечно, победа в любом случае бесценна и будет оставаться такой вечно, но в последние годы стало звучать слишком много фанфар, в то время как до 1965 года, в течение 20 лет после победы, пышных парадов в СССР не проводилось, кроме одного парада 24 июня 1945 года, как такие пышные торжества не проводятся и до сих пор в остальном мире. А в последние годы в постсоветском пространстве начала меняться даже и символика торжеств, и стали по-другому расставляться акценты. О праздновании Великой Победы в Кыргызстане в сюжете Бакыта Кулчуманова. Когда началась война, Анне Алексеевне было всего 10 лет, их семья жила в Ленинграде. И даже самые тяжелые времена, во время блокады Ленинграда, было решено, что их семья останется в городе. Началась эвакуация страшная. Еще и до этого выводили прежде всего детей, прежде всего стариков выводили из города. Вот. Но мама, нам сказала, что мы не поедем, мы останемся в Ленинграде. Что будет, то и будет. И таким образом, всю блокаду от самого начала до самого конца мы были в Ленинграде. У детей блокады не было детства, вспоминает Анна Алексеевна. Они стали участниками Великой войны. Эти бесконечные обстрелы, шум самолетов, звуки летающих бомб навсегда остались в памяти детей. Это был такой страх, и казалось, земля тоже шевелилась, как будто земля тоже уходила у нас из-под ног. И вот это, и каждый раз это было почти в день по несколько налетов на Ленинград.
передадут по радио, значит, закончена воздушная тревога. Через несколько времени это самое начинается снова. Воздушная тревога, воздушная тревога. Анна Алексеевна вместе со сверстницами научилась даже обезвреживать бомбы. Несмотря на страх, приходилось делать такую тяжелую работу, говорит она. Она из тех немногих, кто был 13 лет награжден медалью за оборону Ленинграда. Мы дежурили на крышах. Вот, мы с крыш снимали вот эти бомбы, спускались на чердак, и там в бочки сами мы приносили воду заранее, сами песок приносили в ящики. И вот с помощью этих ящиков или вот этих бочек мы гасили, значит, зажигательные бомбы. На этих щипцах приносили бомбу и бросали в эту воду. В годы ленинградской блокады люди остались в городе без еды, электричества, тепла и воды. Это было одно из самых тяжелых испытаний во время Великой Отечественной войны. За время блокады, которая длилась 872 дня, погибло более 630 тысяч ленинградцев. Анна Алексеевна вспоминает о голоде той блокады. То есть мы получали всего, значит, 500 грамм хлеба. Все, больше ничего у нас не было абсолютно. И чтобы у меня немножко было больше, а в смысле того, что все по кусочку делила мама. И поэтому это самое, я ей говорила: мама, ты мне нарежь маленькими кусочками. И мама мне нарезала вот такими кусочками малюсенькими и давала мне целую кучку. И мне казалось, что хлеба у меня уже много. Мы съели все, что несъедобное было в доме. Мужские ремни, они же все-таки из кожи сделаны, а там же есть и жир немножко. И то есть мама варила суп, она, значит, резала эти ремни и варила, ну и что-нибудь еще добавляла. Вот так вот все, что можно было и что даже нельзя было, мы это все ели. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Никогда не смеялись, мы никогда не улыбались. Вот когда уже было объявление, что вот окончилась война, вот тогда, что значит человеческие чувства, вот тогда мы как будто бы раскрепостились, и мы начали улыбаться, мы начали жить как люди. Не пришедшие полей, не в землю нашу. Недавно в Бишкеке открылся созданный Анной Алексеевной музей истории блокады Ленинграда. В преддверии Дня Победы она получила очередные награды и медали. Героев Великой Отечественной войны вспоминали во времена главных торжеств 9 мая. В Бишкеке прошла акция «Бессмертный полк». Тысячи граждан прошли по центральной улице Бишкека от Парка Победы до Площади Победы. Колонна растянулась на несколько километров, прибывшие к вечному огню оставляли цветы и возвращались в строй. Фотографии родных и близких, павших на фронтах войны, поднимали повыше. Президент Сооронбай Джеймбеков, как и в прошлом году, принял участие в шествии. В руках у него была фотография его деда Джеймбека Пирназарова. Память о безмерном подвиге отцов и дедов осталась и сохранится в наших сердцах навечно, заявил во время выступления президент Джеймбеков. День Победы – праздник стойкости духа, патриотизма и единства народа. 9 мая – день нашей гордости, день радости со слезами на глазах. Особое значение он имеет для братских народов бывшего Советского Союза, которые плечом к плечу вставали на защиту своего Отечества. За стойкость, мужество, героизм, отвагу, проявленный в боях против фашистского ига, более 150 тысяч бойцов и командиров были награждены орденами и медалями. 22 кыргызстанца стали полными кавалерами Ордена Славы. 73 кыргызстанцам было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Дорогие кыргызстанцы, сегодня, празднуя День Победы в Великой Отечественной войне, мы вспоминаем о подвиге более 130 тысяч лучших сыновей и дочерей Кыргызстана, погибших на полях
сражений. Мы склоняем свою голову перед их бессмертной памятью. Мы чтим память тех, кто отдал свою жизнь во имя светлого будущего на земле. Тех, кого так не дождались дома, овдовевшие жены, осиротевшие дети и престарелые родители. Вечная слава беззаветно любившим свою родину и отдавшим за нее жизнь. В память о жертвах самой страшной войны за всю историю человечества объявляется минута молчания. После митинга реквиема на площади Победы всем ветеранам и труженикам тыла было организовано застолье с традиционной солдатской кашей и фронтовыми 100 граммами. Уважаемые граждане, поздравляю вас, особенно ветеранов Великой Отечественной войны, которые воевали и побеждали ради нас, ради будущего поколения. Чын денсаулық болсын, uzun ömür болсын. Соғыс болбосын, Дастархан дайыма жақсылыққа жайылып тұрсын. Великий день сегодня. Для всех радость. Всех с праздничком таким. Чтобы никогда у нас больше не было беды. Чтобы была радость, счастье и любовь. Бакыт Кульчуманов, Эмиль Талабек-Улу. Главные итоги. Фронтовые 100 граммов давали для храбрости. В первые годы независимости власти Кыргызстана были достаточно храбрыми. Например, сразу после принятия первой конституции 5 мая 1993 года, через 5 дней в Кыргызстане была введена и своя валюта – сом. Казахстан и Туркменистан ввели свои деньги только в ноябре 1993 года, Узбекистан в июле следующего, 1994 года, а Таджикистан вообще в 2000 году. До этого в течение 5 лет в Таджикистане действовала, как и в Беларуси, временная валюта. Раньше Кыргызстана свою валюту ввели только Азербайджан, Латвия и Эстония, а также Россия, которая до июля 1993 года использовала также и советские рубли. Но кыргызский сом привязан к российскому рублю, так же, как валюты некоторых стран привязываются к валютам других, как, например, чешская крона к евро, а ранее к немецкой марке. Поэтому стабильность кыргызского сома зависит от стабильности российского рубля, и курс его колеблется вместе с ним. В год введения в действие кыргызский сом оценивался в 25 центов, то есть $1 стоил 4 сома. За 26 лет он обесценился в 17 раз. Привязка к рублю связана с тем, что все-таки наши экспортеры больше объем продукции вывозят в Россию, и поэтому мы к мировым ценам идем через российский рубль, так скажем, да. Но, несмотря на то, что кыргызский сом считается одной из самых стабильных валют в СНГ, его девальвация сильно ощущается в моральном пространстве. И вместе с валютой девальвируется и сама мораль, а также и юриспруденция. Например, сообщил журналист Азаттыка Идрис Исаков об уклонении от налогов некоторых кыргызских бизнесменов. Они сразу подали на него иск в 50 миллионов сомов. Ранее моральный ущерб, нанесенный личности, оценивался тысячами сомов, но во времена правления предыдущего президента он меньше, чем на 2 миллиона не судился. И только его приближенные Икрам Ильмиянов и Эркин Мамбеталиев подавали иски на 50 миллионов. Сам же Алмазбек Атамбаев и его прокурорский страж Индира Джолдубаева решили взять не суммой одного иска, а их количеством. И подали сразу 5 исков на общую сумму 60 миллионов сомов. Когда человек привык к миллионам, ничего не поделаешь. Поэтому и другой Атамбаев, Джалил, посчитал, что его честь не менее ценна, чем честь тезки. Однако в вопросе Идриса Исакова удивляет другое. Его информация о коррупции опубликована. Ее никто еще не опроверг. Атамбаев свой иск отозвал. Но что делать с оставшейся и остающейся коррупцией? О противостоянии Идриса Исакова с устоявшимися кыргызскими традициями в еще одном сюжете Бакыта Кулчуманова.
Кыргызстанда көмүскө экономиканын айынан жыл сайын 40 миллиард сом акча казынага түшпөй калат экен. Это журналистское расследование вызвало большую дискуссию. В 40-минутном материале расследователь Идрис Исаков рассказал о финансовых махинациях предпринимателей Аша по уклонению от уплаты налогов на примере Джалила Атамбаева. Он раскрыл схемы, из-за которых бюджет государства ежегодно недополучает десятки миллиардов сомов. Буквально за пару дней это видео, выставленное в YouTube, набрало более 300 тысяч просмотров. А главное действующее лицо, бизнесмен Джалил Атамбаев, которому принадлежат десятки предприятий, все обвинения отрицал. Более того, он решил обратиться в суд за защитой чести и достоинства. Он подал иск 50 миллионов сомов. На журналистское расследование отреагировали депутаты Джоргу Кенеша, которые потребовали проверить деятельность бизнесмена из Аша и тезки бывшего президента Атамбаева. Если глава ГКНБ Идрис Кадыркулов не видит того, что видит Идрис Исаков, то дела плохи. Как можно не заметить? ГКНБ надо смотреть не только в сторону Атамбаева, который живет на улице Алматинской, но и обратить внимание на Атамбаева, который живет в Аше. Там нет контроля, и мы уже сделали второго Атамбаева миллионером. Идрис Исаков поднял эту проблему. Это продолжение дела Улана Эгизбаева. Такого же мнения придерживается и коллега Момбекова, депутат Джанар Акаев. Однофамилец первого президента потребовал проверить факты, озвученные журналистом Азаттыка, о деятельности однофамильца Алмазбека Атамбаева. Вечером журналист Идрис Исаков опубликовал информацию об известных людях из Аша, избегающих уплаты налогов. В нормальном государстве, где работают законы, правительство должно реагировать на такое большое журналистское расследование. Тем временем сотни журналистов из Орской, Джалабадской и Баткенской областей обратились к президенту Кыргызстана Сооронбай Джеймбекову, призвав его защитить Идриса Исакова. Авторы послания напомнили, что в своих выступлениях глава государства говорил о серьезной борьбе с коррупцией и просил у населения открыто называть имена коррупционеров. Поэтому они попросили взять это дело под свой контроль. Аналогичное обращение к президенту 30 апреля сделали и представители гражданского сообщества. Такие иски заставляют журналистов молчать и мешают развитию свободы слова. Это продолжение дела замечательного Уланбека Эгизбаева, которого мы потеряли. Есть расследование на кыргызском языке, интересно исполнено, есть открытые данные и так далее. Почему у нас иски на 50 миллионов сомов? Когда это закончится? Мой вопрос этого круглого стола, доколе у нас будут вот эти иски? Почему мы позволяем чиновникам, власть имущим и крупным бизнесменам подавать такие иски? Они понимают вообще, на что живет пресса? Почему вообще эти крупные иски принимаются? Сколько можно на те же грабли наступать и расти в суммах? Это ненормальная ситуация, 50 миллионов. Раз 50 миллионов, путь 50 миллионов. Именно так отреагировал журналист Идрис Исаков, узнав о том, что против него подали иск. Он ждал реакции властей на расследование, но дождался только судебного разбирательства. В своем расследовании я попытался показать факты, о которых знает простой народ, но почему-то не знает власть. Насколько они теперь в курсе этого и стало ли это для них пощечиной, я пока не знаю. В этом материале я рассказал о сокрытии налогов лишь в одной из многочисленных фирм, принадлежащих предпринимателю Джалилу Атамбаеву. Все сведения были взяты из открытых источников и интернет-порталов. Меня лишь удручает, что хотя я и выполнил свой долг, но власти не выполняют свои обязательства по защите интересов граждан. Такой бурной реакции бизнесмен Джалил Атамбаев не ожидал. 7 мая он принял решение отозвать иск. Однако, по данным информационных агентств, подтверждающих документов из суда, Идрис Исаков еще не получил. Он также отметил, что Джалил Атамбаев, несмотря на то, что забрал свое заявление, должен понести ответственность за уклонение от налогов. Отзыв иска – это еще не победа государства в борьбе против коррупции. Парламент должен изучить ситуацию, сколько налогов было скрыто. Свобода слова является основой демократии. Идрис Исаков в своем расследовании на основе открытых данных показал, какие налоги скрывают предприниматели. Сейчас ведется следствие, но мы должны тщательно контролировать ситуацию. Судебные преследования журналистов в Кыргызстане не редкость. Одним из последних и громких случаев были 5 исков действующего президента Алмазбека Атамбаева против журналистов, адвокатов, СМИ и правозащитников на общую сумму 60 миллионов сомов, которые он подал в 2017 году руками тогдашнего генерального прокурора Индиры Джолдубаевой. Это стало одним из примеров того, как в Кыргызстане уничтожается свободная пресса, а сам президент, генпрокурор и все судьи, рассматривавшие эти дела, покрыли себя несмываемым позором. Бахтыгул Чуманов, Урмат Замирбеков. Главные итоги.
Об исках против журналистов, о состоянии кыргызской журналистики и коррупции в обществе наш корреспондент Бакыт Кулчуманов побеседовал с известным журналистом, чрезвычайным и полномочным послом Кыргызстана Кубаном Мамбеталиевым. Здравствуйте, Кубан Ильясович. У меня вот вопросы по поводу последнего кейса, связанного с журналистом Азаттыка Идрисом Исаковым. Вот как вы считаете, вот сейчас Джалил Атамбаев отозвал свой иск на 50 миллионов сомов. Можно ли это считать тем, что восторжествовала справедливость? И как сейчас журналистское сообщество должно отреагировать на вот этот шаг? Сначала надо сказать, что на Азаттык подается уже второй раз иск. Помните, первый раз иск был при Атамбаеве, но тот иск до суда не дошел. Он сам потом и отозвал этот иск после приезда сюда представителя Азаттыка. Это второй иск. И второй иск получается как бы продолжение вот той серии исков со стороны вот таких персон, которые стоят у власти, которые, ну, видные персоны, там, бизнесы, предприниматели, вот так вот, за клевету получается, да, этот иск остался. Теперь надо особо отметить то, что почему иск был отозван. Иск был отозван после того, как депутат Алтынбек Сулайманов обратился к этому, вот Атамбаеву, однофамильцу, предпринимателю, бывшему полковнику милиции, что ты неправильно делаешь, судиться с прессой – это не тот путь. Он приведет тебя к негативным для тебя последствиям. То есть он его убедил. Ну, наверное, там личные какие-то связи, мотивы и так далее. Но главное то, что он, депутат, проявил инициативу. За это ему большое браво. И этот депутат вообще-то проявляет уже второй раз оперативный. Первый раз, как вы помните, это было связано с ураном, когда премьер-министр выступил, сказал, что создадим комиссию, то есть начал затягивать. Комиссия могла работать и 5 лет. Ничего бы не было. За это время не добывали. Он тут же выступил с инициативой, что есть проект, подготовлен проект на то, чтобы на 50 лет мораторий на уран. Это была очень мощная инициатива, и она эта инициатива и прошла. И теперь вот второй раз он уже с позиции как бы защитника свободы слова, свободы прессы, конституционной, как законодатель. То есть он показывает образец работы депутата, как должен работать депутат в таких вот кризисных, таких вот ответственные моменты. То есть вы считаете, что это заслуга Алтынбека Сулайманова, да, а не личные, скажем так, убеждения? Ну, нет, ну здесь как бы вывод самого да, все это сошлось. Во-первых, это заслуга Сулайманова. Во-вторых, то, что в прессе это воспринято было негативно. Пошли, значит, информация в интернете, в газетах информация была. Что значит, что это такое? Что это значит такое? Журналист проводит расследование и критикует факты, которые он расследовал. Он же не сочинил это же. Он не сводит личные счеты с этим человеком, а он критикует его за деятельность. Он не критикует, что он там кривой, рябой или хромой, а он критикует за деятельность, что он не уплатил налоги. И конкретно проводит факты. Он был прав. Потом Азаттык — это такая серьезная организация, которая не будет непроверенные факты, она не будет так легковесно преподносить информацию. Все это было тщательно отработано, молодец. Это вот называется расследовательская журналистика, что и делает Азаттык. Особенно ярко он проявил себя в 2002 году во время Аксийского расстрела. Вот тогда Азаттык показал, что это такое Азаттык и почему он Азаттык. Но потом, конечно, судя по в контексте других событий, там другие немножко моменты, акценты были. Потом начали сотрудники Азаттык получать награды от государства, что вообще это нонсенс. Такое ради, такое СМИ не должно получать награды от государства. Но там еще был руководителем Азаттыка был бывший пресс-секретарь премьер-министра. Ну, да, это правильно? Или ну да, нет, это неправильно. Это совершенно неправильно. Азаттык и правительство, и власть — несовместимые вещи. Они должны идти параллельно. Не обязательно они должны бодаться друг с другом, но они должны быть параллельны и стоять друг против друга. А вот все мы знаем, как отреагировало журналистское сообщество. Такой же случай, ну, практически такой же случай был, когда Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана, подавал иск на 60 миллионов на журналистов, 60 миллионов сомов. Вот почему тогда журналистское сообщество так сильно не отреагировало, как вот в этом случае? Ну, надо исходить из контекста истории. Когда Атамбаев подавал иск, он был всесильным президентом. То есть не он подавал иск, он руками Генпрокуратуры? Ну, конечно, конечно, тем более. Иск, когда подается, который просто предпринимателем или там руководителем общественной какой-то организации, и иск, который подается от Генпрокуратуры. Это же разные вещи, и причем подается именно в интересах главы государства, персональной главы государства. Надо эти моменты учитывать. У каждого масс-медиа есть за собой тыл, есть там офис, есть техника. Это все может быть пойти прахом. В случае, если он пойдет против шерсти. Поэтому они как-то проявили осторожность, но все-таки они это отмечали.
Все-таки они отмечали, что это неправильно, что глава государства не красит такие шаги, судиться с прессой, тем более с Азаттык. Поэтому тогда вот этот момент надо учиться. Сейчас другой момент. Но в любом случае у нас в Кыргызстане, при любом режиме, при любом президенте, даже вот который 15 лет правил, даже при нем все-таки против него прежде всего боролась, противостояла и побеждала масс-медиа. Вот второй год – это победа масс-медиа. Это победа масс-медиа после этих событий 2002 года. С этим начался его закат. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Почему журналисты именно Азаттыка, независимого СМИ, делают такие острые материалы, а журналисты нашего кыргызского СМИ, кыргызстанских СМИ не делают таких материалов? Они чего-то опасаются или у нас нет независимых? Нет, так ставить вопрос тоже так, это относительно. Наши кыргызстанские тоже делают, и надо даже больше, и намного острее, чем Азаттык делает. Но вспомните, как работала газета «Республика» в период Акаева, как работала газета «Асаба», которую как раз-то и закрыли из-за этого. Закрыли же Асабу. Как работала газета «Кыргыз-Руху» с их этими фотоколлажами. Вот эти первые фотоколлажи, мощные такие, влияющие на сознание массы. И это делалось в газете «Кыргыз-Руху». И сейчас, вот, например, Рыспек Омурзаков, который делает расследование по профсоюзу из номера в номер, из номера в номер. Это же мощная работа же. Мощная работа. Тот парень, который утонул на Иссыкуле, делал расследование по кладбищам, это вот работа журналиста, вот. И это не только Азаттык делает, так не ставит вопрос. Да, он был за Азаттык, да. Но это мы не будем обращать только в одну точку, что только именно Азаттык. Нет, Азаттык функционирует, да. Нет, ты прав в том, что Азаттык это, да, был как бы в авангарде. Он на фоне вот этих вот масс-медиа. Скажем, Азаттык в Узбекистане не мог так работать, в Казахстане тоже, а у нас вот потому что был фон масс-медиа. И когда говорят, что значит вот у нас оппозиция слабая, так ничего подобного. А если бы у нас была позиция слабая, откуда две революции? Именно у нас, в одной стране, Центральной Азии, дал образец вот миру, мировой демократии, в мировой геополитике. Это мощнейшие образцы демократии, волеизъявления народа. Мы избавились от двойных сроков, мы избавились от пожизненного президентства. У нас никогда не будет такого, что в Бишкек переименовали, скажем, там, Аскарабад или там Бакеевабад или там Алмазабад. Нет, у нас нет такой угрозы. Для нас это все, закрытая страница. Поэтому это наша заслуга нашей оппозиции, заслуга нашей демократии. В том числе и в большей степени это и журналисты. Это работали журналисты. И они есть, они были, они есть и они будут. Но тем не менее, в каких-то случаях журналистское сообщество не так остро реагирует. Когда нужно защищать коллег. Бывает такое, что она немножко раскачивается, чуть-чуть запаздывает, но тем не менее информация о том, что у нас происходит, она доходит до международных источников. Вот в этом деле работает такая организация, как ООО. Она для этого и создавалась. ООО «Журналисты». Я был основателем этой организации, она до сих пор работает. Марс Тулегенов возглавляет ООО «Журналисты». Нужную информацию в нужные места отправляется оттуда. Оттуда у нас идет. еще был профсоюз журналистов. Он выполняет свою? Профсоюз журналистов был создан, была попытка сделать профсоюз журналистов, но потом получилось так, что у нас нет условий. Это не шахтеры, это не учителя, не врачи. Поэтому такого профсоюза журналистов не получилось у нас. Вот. Профсоюз журналистов работает только в одной стране, это в Британии. Вот у них там мощный профсоюз, но у них вообще профсоюз мощный. Мощный сам профсоюз, поэтому. А в других этих странах такого вот нет. Вы стояли у истоков создания профсоюза журналистов. Да, да. А если не секрет, какой организацией она была финансировалась? Она финансировалась, так называется, IFG. Международная организация, значит, масс-медиа. IFG. Международная организация, это как бы международный мировой профсоюз журналистов. IFG. А вот по случаю с Джалилом Атамбаевым, вот сейчас журналистское сообщество что должно делать? Какие меры должны предпринять? Сейчас, какие шаги надо предпринимать? я думаю, журналистское сообщество должно вот продолжать ту линию, которую начал этот Идрис, парень из Азаттык. То есть проводить расследование по этим фактам уклонения от налогов. Вот у нас, если коррупция, это не только то, что на самом верху где-то там крупного министра или депутата или кого-то там арестовали, даже премьер-министра, а ведь там на средних уровнях звеньев, на низших уровнях это все коррупция. Это как «Спрут», как вот в фильме «Спрут». Понимаете, фильм «Спрут», вот на этом уровне шло. В том числе и в горнодобывающей отрасли, вот добыча золота, коррупция, 25 лет длится, никак не можем прекратить этот поток. Никак не можем прервать эту линию коррупции, никак. А чтобы прервать ее, мы должны изменить закон 2012 года о недрах. Мы не можем изменить, не хотим, не получается, вот не знаю. Публикации в прессе, журналистские расследования могут ли стать... Часто ли у нас в Кыргызстане бывает так, что публикация СМИ или расследование, то или иное расследование стало, скажем, поводом для уголовного преследования, для расследования со стороны правоохранительных органов?
Почему сейчас в этом случае правоохранительные органы никак не отреагировали пока? Нет, наверное, остановились. Есть конкретные случаи, их можно даже привести. Особо, конечно, здесь исследование не проводилось. Это предмет для тех, кто исследует историю теории журналистики, кто пишет диссертации. Да, и были случаи, я тоже могу назвать несколько, но это в другом месте, в другом формате. Дело в том, что вот то, что начал сейчас, почему правоохранительные органы не делают то, что вот Идрис начал, потом вот с этим иском, да, откуда мы знаем, делает, не делает. Эта же структура, она же не афиширует. Вот каждый, мы сегодня сделали то, завтра сделаем это. Она же не будет афишировать свою работу. Мы видим только результаты, когда чиновник, который вроде непотопляемый, скажем, Джантурис Сатвалдиев, кто думал, что он сядет? Непотопляемый такой монстр, такой чиновник, крупный такой, да? Это же работа органов, правоохранительных органов вот, службы безопасности. Они даже никак не отреагировали на заявление депутатов правоохранительных органов, когда они требовали... Я думаю, что правоохранительные органы – это не тот орган, который работает, как Ванька-встанька. Раз встал, раз лег. Нет, они отреагируют, они в нужный момент отреагируют. Просто нужно изучить материал, я думаю. Я думаю, если у него, у этого бывшего полковника, как говорится, рыло в пуху, то это рыло сядет туда, куда надо. Вот после вот этого последнего случая, да, с Джалилом Атамбаевым, можно ли сказать, что у нас в Кыргызстане сплоченная журналистская среда? Ну, давайте, во-первых, с этим Джалилом Атамбаевым разберемся. Пока не доказано, мы не можем говорить, что он коррупционер, что он налоги не платил. Это доказано, если факт когда будет, это только после судебного решения, тогда мы можем говорить, что он да. Но подозрение, а вот это уровень, вот на уровне подозрений, это уже работа журналистов. Нет, они ставят эти вопросы. Я имею в виду реакция СМИ на иск 50 миллионов. Реакция СМИ была нормальной. Ведь газеты же отразили же это. Откуда мы узнали об этом же? Они не замолчали это. А вот СМИ, что нужно делать, чтобы более сплоченные были журналисты в Кыргызстане? Что для этого? Или нужно обязательно вот такие кейсы, когда журналистов, скажем так, грубо говоря, гнобят, обижают и так далее? Я думаю, что здесь особой командой журналисты не может работать по команде. Да, вперед, фас, давайте того, критикуйте. Потому что ваша организация журналистская дала команду, скажем, вот этого журналиста не может такую команду дать, и глупо будет это. Она потеряет свой авторитет. Журналисты работа штучная, она штучная, она всегда, вот масс-медиа будет, не бывает так, что буквально в 100% масс-медиа были такие, как вот Рыспек Омурзахов или вот как Ирыс, вот этот парень из Азаттык. Такого не бывает. В одном, сегодня в Азаттык, завтра в какой-то другой газете, послезавтра в газете «Майдан», может быть, потом еще в какой-то газете, одно время в газете «Дело». То есть это всегда вот идет в разных точках, где там появляется. То есть это опять получается вопрос личности, понятия, категории личности в журналистике. Появляется там такой, и будет это идти, и будет повышаться авторитет этого издания, и будет в итоге польза для государства. Поэтому здесь штучного нет, подхода штучного нет. Они должны это, вот когда начинают это говорить, все это рушится на корню. Когда журналисты должны вот это сказать, журналисты должны вот так выступить, а нельзя это отмолчаться. Нет. Надо просто ждать, что журналисты будут делать, и просто фиксировать факты. Вот случился факт, газета такая отразила это, другая газета прочитала, изучила, отразила это, потом пошло в сеть и интернет. Сначала в интернет больше идут, оттуда берут. Это вот нормальный процесс. Что еще можете добавить по этому поводу? Может, что-то важное еще хотите? Я в этом поводу могу добавить только свое пожелание и вот свое видение, что хотелось бы, чтобы все-таки было больше журналистов вот именно в жанре расследования, аналитики, такой острой политической журналистики, и вот в жанре расследований. Но так тоже, это массово никогда потоком не будет. Никогда не будет такой массовый поток расследователей и вот аналитиков. Всегда это будет штучно. Но хотелось бы, чтобы это всегда было. И слава богу, это всегда есть у нас. Вот только это пожелать. И успехов, удачи, работы журналистов. Спасибо вам за интервью. Да, Рахмат. Журналисты-расследователи – штучный товар. Их конвейер факультетов журналистики не выпускает. Наверное, поэтому выражение отношения властей к таким общественно значимым событиям часто очень запаздывает. Поэтому и происходят иногда митинги протеста и публичные шествия. Но и они дают желаемые результаты очень редко. Однако вот в случае с разработкой уранового месторождения Кызылом-Пол на стыке Кочкорского и Тонгского районов интересы общества, экологов и новой власти
власти удивительным образом совпали, и правительство в течение 2 недель решило вопрос о запрете его разработки, а затем последнюю жирную точку поставил и сам президент, заявивший, что уран на Кызылом поле добываться не будет, так как это удар топором по всей туристической отрасли. Тем не менее, на неделе состоялось запланированные ранее парламентские слушания, на которых тоже превалировало мнение, что любые урановые разработки и даже изыскания необходимо запретить, несмотря на то, что производственники говорили о чистых технологиях и новых стандартах защиты экологии. Общее настроение выразил известный профессор Эмиль Шукуров, заявивший на слушаниях, что производственники, для которых природа не храм, а мастерская, живую природу вообще в упор не видят. Никаких оправданий. Вот на этом этапе и на всех последующих, а я видел последствия всех последующих вещей, я не могу привести и согласиться с этим. Это раз. Для геологов, геологоразведчиков и горноразработчиков живой природы не существует как таковой. Если для геологоразведчиков и горноразработчиков не существует живой природы, то для многих чиновников и других больших начальников не существует даже культура или образование. Многие из них заведуют выделением средств для культуры, но финансовые решения необходимо принимать инстанционно. Сначала театр или библиотека запрашивают средства. Минфин, а потом правительство все это корректирует в сторону сокращения. Потом парламент принимает решение об утверждении выделения средств. После этого процесс движется в обратном направлении, но уже в более реальном выражении, потому что возникает вопрос откатов без молчаливого согласия, на которые сам процесс бы и не начался. Так что приходится искать более короткие пути. Напрямую обратиться к президенту и пригласить его посмотреть на плачевное состояние, например, здания театра. На неделе руководство 2 театров, Кирдрама и Русдрама, так и поступило. Президент пришел, посмотрел, покачал головой. Теперь средства на ремонт, наверное, будут найдены. И что интересно, о катастрофически недостаточном выделении средств на культуру депутат Садык Шернияз говорил в парламенте премьер-министру, а вопрос решает президент. Bizde hazır. Buna öğretki arkadaşlarına 200 kilogram yüklegen motor. Bunlar girdi. Bunlar girdi. Hazır hem bugünkü başka olup koyuyor. Canım ulularga jarışa kişine momda 2-3 kilo mestalıkta. Suuta tegip üstüne beri ağırlıp. Примерно в таком же, если и не настолько катастрофическом положении, влачат существование и многие другие учреждения, агентства, институты. Например, 5-й канал имеет задолженность перед государством более чем на 80 миллионов сомов, потому что прежнее руководство канала просто не оплачивало услуги по распространению своего сигнала по территории страны через РПО РМТР. Это производственное объединение, которое как раз этим и занимается для радиостанций и телеканалов. В условиях рыночной экономики такое, казалось бы, просто невозможно. Однако, видимо, политические услуги высшему руководству страны перевешивали миллионные долги. И ведь такая же ситуация складывается и со многими другими так называемыми независимыми средствами массовой информации, некоторым из которых власти даже доплачивали за лояльность. Последний же аудит Счетной палаты выявил, что со счетов 5-го канала переводились не меньшие миллионные суммы то ли социальному фонду, то ли другим учреждениям, где эти деньги благополучно пропадали. Чтобы найти концы этих средств и проводок, наверное, придется тоже обращаться напрямую к президенту. Предварительно в вопросе разбирался Бакыт Кулчуманов. Куда подевались 73 миллиона 952 тысячи сомов? Это более 1 миллиона долларов, которые пропали со счетов закрытого акционерного общества 25-й кадр, единственного акционера 5-го канала. Этот вопрос возник 1,5 месяца назад, в марте, после аудита Счетной палаты. Нынешний директор 25-го кадра вступил в должность в 2018 году, а история с перечислением денег, а потом их с таинственным исчезновением, случилась 10 лет назад. По итогам аудита было выявлено, что у завода 25-й кадр в счете на счету в Евразийском сберегательном банке в феврале 2008 года, то есть 11 лет назад уже, было поступление в размере 74 миллионов сомов. И в тот же день эти деньги были
перечислены на счет соцфонда Кыргызской Республики. И, естественно, у меня, как у директора 25-го кадра, возникает вопрос. Вот эта сумма денег. Кроме того, у аудита тоже была рекомендация, уже даже в письменном виде, разобраться в целесообразности перечисления вот этой большой суммы в соцфонд. История с перечислением этих миллионов произошла в 2008 году, когда генеральным директором 25-го кадра была Елизавета Яцко. Но она отказалась давать комментарии, ссылаясь на то, что ничего не знает про перечисление денег. Она лишь подписала документ, который ей дали. Единственным акционером 5-го канала, как уже было сказано, было это акционерное общество. А теперь обо всем по порядку. 10 октября 1996 года была образована телекомпания «Коорт», которая являлась одним из независимых телеканалов. Но позже фактическим владельцем «Коорта» стал старший сын первого президента Айдар Акаев. После свержения власти Аскара Акаева в 2005 году телеканал «Коорт» прекратил свое вещание 12 февраля 2007 года. Вместо него на тех же частотах появилась программа новой телекомпании под названием «Пятый канал», которая отличалась от других телеканалов насыщенным режимом вещания на всю страну, оперативными новостями и материалами информационного и аналитического содержания. В декабре 2017 года руководство канала и часть коллектива уволилось. В мае 2018 Фонд управления государственным имуществом назначил на должность генерального директора Эрниса Киязова. В августе 2018 года канал возобновил вещание в новом формате, изменились логотип и корпоративные цвета канала. Возвращаясь в историю, расскажем о том, что «Коорт» был переименован в «Пятый канал», который вторым после ОТРК обеспечил полную сетку собственного вещания при Оксане Маливанной, которая была генеральным директором до конца декабря 2008 года. Позже она была назначена руководителем секретариата президента. Единственный акционер Пятого канала, компания 25-й кадр, перечисляет 73 миллиона 952 тысячи сомов своей дочерней компании Евразийский сберегательный банк. Согласно выписке из банковского счета 25-го кадра, эта сумма поступила 27 марта 2008 года. В тот же день эти деньги перечисляются на депозитный счет в Кыргызкредитбанке для погашения задолженности перед социальным фондом. Однако копия соглашения о перечислении почти 74 миллионов сомов в банке отсутствует. Вот это тоже для меня самый главный вопрос. Соцфонд ссылается на то, что это взаимоотношения между соцфондом и Евразийским сберегательным банком, который в то время назывался Кыргызкредитбанк. А есть доказательства того, что деньги были перечислены именно со счета 25-го кадра, а не любого другого банковского счета? Это выписки из банка, там... Показатели, где это? Там четко видно, что именно со счета ЗАО 25-й кадр данная сумма. Почему и возникла вот эта необходимость проводить расследование. Это как раз ответ на запрос нынешнего директора 25-го кадра от социального фонда. Соглашение номер 0635 от 25 февраля 2008 года, заключенное между Социальным фондом Кыргызской Республики и ОАО «Кыргызкредитбанк» в соответствии с положением о порядке работы с документами, содержащими информацию для служебного пользования, утвержденного постановлением правительства от 7 мая 2013 года, отнесен к категории ДСП. На основании изложенного Социальный фонд Кыргызской Республики сообщает о невозможности предоставления запрашиваемой вами информации. Мы обратились за устными комментариями в социальный фонд, но там вопрос интервью так и не смогли согласовать со своим руководством. Ссылались на то, что тогда был другой председатель соцфонда. В 2008 году председателем социального фонда был Марат Султанов, но он оказался недоступен для комментариев. Да, извините, у вас пресс-службы нету, поэтому я вот приехал, просто заехали. Ну, так получится. Но сам компьютер попозже информацию 25-му кадру предоставит, пусть они сами распоряжаются этой информацией. А когда сегодня можно? У нас сегодня, видите, праздник, короткий день рабочий, праздник, да. Почему этот документ имеет категорию ДСП, то есть для служебного пользования, если деньги перечислялись из банка в соцфонд со счетов ЗАО 25 кадр? Естественно, если эти деньги каким-то образом мы сможем их восстановить на наших счетах, они в первую очередь пойдут на покрытие обязательств Пятого канала.
Кыргызкредитбанк уже давно существует. Вместо него появился Евразийский сберегательный банк. Мы попытались встретиться с временным администратором этого финансового учреждения, но и он отказался от интервью, пообещав дать письменный ответ. Настоящим ОАО «Евразийский сберегательный банк» выражает свое уважение и на ваше письмо с исходным номером 37 от 1 февраля 2019 года относительно предоставления информации сообщает, что не может предоставить следующую информацию. Выписку со счета ввиду того, что данный счет не значится в базе данных ОАО «Евразийский сберегательный банк». С уважением, временный администратор Абдулдабеков. Руководство закрытого акционерного общества «25-й кадр» ничего не оставалось делать, как обратиться с письмом к премьер-министру с просьбой помочь разобраться в ситуации. Финансовая полиция приняла заявление и начала проверку, а мы, в свою очередь, будем следить за развитием событий. Бахтык Лучуманов, Урмат Замирбек Улу. Главные итоги. Даже такие имущественные и финансовые вопросы без вмешательства первых лиц государства уже давно не решаются. Вот к чему привела коррупция и вмешательство политики в хозяйственную деятельность. А уж когда дело касается свободы или несвободы, получается неразматываемый клубок. Например, на неделе произошло долго ожидавшееся освобождение генерала Мурата Суталинова, который ранее возглавлял разные силовые структуры, в том числе МВД и ГКНБ, и который в связи с событиями 2010 года был осужден к 20 годам лишения свободы. Однако в последние годы оказался неизлечимо больным. У него рак почки. Общественность, юристы, правозащитные организации требовали выпустить его из заключения. Однако суды раз за разом оттягивались принятием вердикта. Но, наконец, городской суд решил освободить генерала. В первом своем интервью на свободе Суталинов попросил прощения у народа за то, что не смог остановить трагедию 7 апреля. В принципе, его можно понять. Он оказался между молотом и наковальней. Причем ни на своих, ни на чужих режиссеров кровавого шоу повлиять не мог. Многие люди меня простили. За это им спасибо. Я в неоплатном долгу. Теперь надо жить. Сколько осталось, прожить правильно. Я и в суде просил прощения у родителей потерпевших. Свою моральную вину и сейчас тоже чувствую. И раньше говорил много раз. Но у меня не хватало сил, чтобы остановить эти трагические события. У меня не хватало сил на это. И освобождение Мурата Суталинова, наверное, связано с освобождением 6 лет назад криминального авторитета Азиза Батукаева, которого тоже тогда объявили неизлечимо больным, и за его освобождением без митингов, без суеты, методом глубокого убеждения и, видимо, с помощью немалых денег включились буквально все властные структуры, которые имели к делу хоть какое-то отношение. Врачи, судьи, прокуроры, милиция. Без вмешательства самых высоких лиц такое провернуть было невозможно. А без валютной смазки слаженная работа всех учреждений и структур обязательно дала бы где-то сбои. Суталинова, наверное, так долго не выпускали для того, чтобы накалить обстановку и начать новое расследование по Батукаеву с предельной поддержкой общественности. Клубок начали разматывать со стороны врачей, потому что действительно без их экспертного заключения ничего бы не получилось. Но виноваты не только врачи. Их могли использовать как в темную, так и просто убеждением. Тем не менее, само медицинское сообщество уже раскололось, и стрелки начали переводить на врача, которая пошла на сотрудничество со следствием. Она причастна к транспортировке данных образцов на исследование. Следующий момент. Почему она сейчас не заключена под стражу и как бы вольготно сочувствует на свободе, объясню следующим образом. Она нам конкретно сказала: пойдите на сделку со следствием. Вот и все. То есть у меня, как у адвоката, возникло подозрение, что она пошла на сделку со следствием. А вы знаете, что такое сделка со следствием? Дай показания против других, тебя освободят. Но когда человек идет на сделку с правосудием, то есть подписывает досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, он тем самым автоматически признает и собственную вину. А затем, во время судебного процесса, он может рассчитывать только на смягчение наказания. Поэтому то, что одна из врачей начала сотрудничать со следствием, если она действительно пошла на сделку, хороший знак как для общества, так и для тех, кто активно помогал организованному преступному мафиозному клану и до сих пор связан по рукам и ногам круговой порукой.
Проблема в том, что никто, кроме этого врача, никакой вины за собой не чувствует. Госинституты освобождают криминальных авторитетов. Высшие госчиновники разворовывают госмиллионы, которые ложатся бременем на плечи ничего не подозревающих налогоплательщиков. Милиция не бережет граждан, а пытает их, но при этом никто не виноват. Все просто выполняли чьи-то указания. А кто эти указания давал, никто сказать не желает, потому что в обществе до сих пор действуют воровские понятия. Своих не сдаем. Поэтому покаяние Суталинова – это диагноз для всех остальных. Это была еженедельная программа о главном. Ее вел я, Нарын Аип. Всего вам хорошего и до свидания.